Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Песни под гитару» и я, Анатолий Длуцкий. Я рад приветствовать всех, кто любит авторскую песню и ценит хорошую поэзию. Меня зовут Янушкевич Варвара. А меня Андрей Янушкевич. Сейчас мы покажем вам песни, надеемся, понравится. А сегодня с удовольствием представляю нашу гостью, автора-исполнителя Варвару Янушкевич. Здравствуйте, Варя. Здравствуйте. Варя, с кем вы пришли? Я пришла со своим отцом, Андрей Янушкевич, который согласился мне подыграть сегодня, за что большое спасибо, пап. Молодец, папа поддерживает дочку. Варя, мы с большим нетерпением ждем первую песню. Первая песня называется «Выдыхай». Выдыхай. Да. Пожалуйста. Выдыхай, выдыхай, душу мою, выдыхай, выдыхай, я докурю, выдыхай, выдыхай, по проводам, выдыхай, выдыхай, словно туман. Эта встреча, этот вечер, ты зовешь, а я на голос иду. Подожди, слишком быстро я тебе говорю, но ты не слышишь ни меня, ни друзей. Почему ты считаешь, что так веселей? Выдыхай, выдыхай, душу мою, выдыхай, выдыхай, я докурю, выдыхай, выдыхай, по проводам, выдыхай, выдыхай, словно туман, пролетай, словно ветер, мимо меня поцелуй, осторожней, сильнее нельзя, солнце село, мы на крыше, только вдвоем мы так видим, мы так дышим, мы так живем. Выдыхай, выдыхай, душу мою, выдыхай, выдыхай, я докурю, выдыхай, выдыхай, по проводам, выдыхай, выдыхай, словно туман. Выдыхай, выдыхай, душу мою, выдыхай, выдыхай, я докурю, выдыхай, выдыхай, по проводам, выдыхай, выдыхай, словно туман. Спасибо, замечательная песня. А Спасибо. когда вы ее написали? В 11 лет это вот была первая песня о первой неразделенной любви. Варя, я не могу поверить, во-первых, в 11 лет неразделенная любовь, во-вторых, а что значит выдыхай, я докурю? Я, если честно, сама без понятия. Да? Но оно приходит просто, и это как-то делается не с помощью ума, просто вот чувствуешь и пишешь. И я сама, если честно, до сих пор вот не могу понять, как это произошло. Когда-то раньше мне казалось, что это закономерно писать песни в таком возрасте, потому что я знаю, что у папы было точно так же. А сейчас я думаю, что там, что в 11 лет можно было сказать. А сколько вам сейчас лет, Варя? Мне вот почти 19 исполнилось, буквально месяц. Очень такие взрослые песни. А вы на гитаре не играете? Я играю, но, к сожалению, не настолько хорошо, чтобы уверенно сесть и сделать что-то самой. А как рождается мелодия, на чем вы играете? На гитаре. На гитаре? Да, то есть я училась играть дома. Мне опять-таки помогал папа, к счастью. У меня была такая возможность прийти и спросить именно дома, а не в школе какой-то музыкальной. Поэтому что-то наиграть я могу, а чтобы исполнять, мне не хватает техники, к сожалению. Ясно. Варя, вы выбрали очень серьезную специальность. Сурдопедагог-дефектолог. Да, сурдопедагог-дефектолог. А почему не музыка? Ну, во-первых, да, у меня нет музыкального образования грамотного. Вот музыкальная школа, как минимум, обошла меня стороной. А во-вторых, моя специальность, она на самом деле очень связана с музыкой. То есть
Мы занимаемся и театральной деятельностью, и развиваем слуховое восприятие у людей, и переводим песни на жестовый язык. То есть это музыка, только немного в другом направлении. Мне кажется, это даже намного интересней. Потому что я могу попытаться передать музыку, которую слышим мы, людям, которым она дается намного тяжелее. И, к счастью, у меня есть такая возможность. То есть в университете. Молодец, Варя, как это здорово. Спасибо. Это очень хорошо. Какая следующая песня? Следующая песня называется «Лети». Факт, что мы дураки, мне не мешает играть, и это мне не помешает тебе обо всем рассказать. Что будет небо, будет море, будет город большой. Что будут крыши, будут листья, и этот город такой. А ты лети, лети, спотыкаясь о звезды, ты молчи, молчи. И гляди осторожно, солнце светит всей планете, только здесь мы ведем себя как дети. Дай мне мир, у тебя на ладони, дай мне свет, и его ничто не остановит, где весна. Все по ней так скучают, вот она. Ландыши замечаю, а ты лети, лети, спотыкаясь о звезды, ты молчи, молчи. И гляди осторожно, солнце светит всей планете, только здесь мы ведем себя как дети. Тихий шаг по песку вдоль дороги, взгляд назад. Мы уносим оттуда свои ноги, мы идем вперед за звездою. Я тебя забираю с собою, а ты лети, лети, спотыкаясь о звезды, ты молчи, молчи. И гляди осторожно, солнце светит всей планете, только здесь мы ведем себя как дети. Спасибо большое, спасибо. Варя, а вот говорят, все поэты пишут тогда, когда в жизни что-то не так, да, наперекосяк, любовь неразделенная, денег нет. Когда тебе пишется? Мне пишется обычно, когда есть эмоции, не обязательно плохие. То есть это не обязательно что-то негативное случилось. Даже если это что-то очень радостное, и оно не может найти выхода, это всегда только бумага, ручка и пошел. Молодец, радуйся. Самое главное – это радость. Нести радость людям, правильно? Да, конечно. Грусть сама по себе, уныние вообще большой грех. Давайте следующая песня. Следующая песня называется «Жди». Кофе давно остыл, и за окном уже темнеет. Ты не позвонил. Неужели так бывает на самом деле? Разлетаюсь птицами, чайками, кружками, чашками, и разбиваюсь, и забываюсь новыми друзьями и новым тобой. Где же мой морской прибой? Я не слышала его уже сотни лет. Пусть явится и даст мне ответ, да или нет. А ты подожди,
ведь мы почти на верном пути. Подожди меня где-то там по утрам. Разбираю себя на запчасти, пытаюсь понять, где же мое счастье. Это ночь, это для вас 1000 фраз, 1000 рифм. Я смотрю, и ты убит. Поднимайся быстрее, если болит. Нет таблеток, но есть слова, и не болит уже моя голова. Было раз, было два, теперь убита даже я. И где-то там что-то в нас есть. А ты подожди, ведь мы почти на верном пути. Подожди меня где-то там по утрам. А ты подожди, ведь мы почти на верном пути. Подожди меня где-то там по утрам. Спасибо. Варя, а кто из современных поэтов тебе нравится? Если говорить о поэтах в полном смысле этого слова, мне очень нравится Вера Полоскова. Как поэтесса, да. А вообще, мне кажется, что поэтами можно назвать любого автора-исполнителя, даже если это песня. И мне очень симпатизирует группа Алла и Оля. Очень близки их тексты. А ты для себя уже поэт? Слишком громко так говорить. Я бы хотела им стать, но слишком громко. В заключение нашей программы еще одна песня. Песня называется «Ежики». «Ежики»? Да. Пожалуйста. Мы с тобой протирали звезды целую ночь. Мы с тобой собирали листья и пускали корабли. Мы с тобой потерялись и в принципе не прочь. Такие разные, но в этом все мы. Мы поднялись вверх, как чистые птицы, и не можем ни на миг опуститься. Перелетим Индийский океан. Глупая фраза, я тебя не отдам. Никому никогда не отдам. О-о-о, о-о-о, ена. Как хорошо, что ты нашелся. Где ты был целых 100 лет, а меня не было вовсе. Вот такой получился ответ. Это было где-то далеко и давно. Это было где-то далеко и давно. Там небо выше, а солнце ярче. Мне так кажется очень даже. Но я туда улечу, и все у меня будет, как я хочу. Там высоко летят облака, они меня тащат точно туда. И я сразу за ними, только соберу вещи в квартире и запрыгну на паром. И мы весело и быстро поплывем. О-о, о-о-о, ена. Как хорошо, что ты нашелся. Где ты был целых 100 лет, а меня не было вовсе. Вот такой получился ответ. Это было где-то далеко и давно. Это было где-то далеко и давно. Это было где-то далеко и давно. Спасибо, Варя. Я должен тебе сказать, что папа за тебя горд. Я очень... Да, это я очень почувствовал, поэтому молодец. Мы с вами не прощаемся, встретимся через несколько дней, поэтому я буду с удовольствием ждать новую встречу. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Дорогие друзья, смотрите наши программы, заходите на сайт 3belorus.by и отдавайте свой голос лучшему, по вашему мнению, исполнителю. Это была программа «Песни под гитару», и я, Анатолий Длуцкий. До встречи.